Родители мои рождены и жили всю жизнь в Сибири. Мама в Томске, папа в Красноярске. Вот, они, значит, женились, по-моему, в 11 году, но, наверное, это не столь важно. У нас было 4 детей. Первая была Тамара, вторая была Таня. Но Таня от скарлатины умерла, третья была Нина, и 4-ю опять назвали Таней. Вот это я и есть. Я родилась в 23-м году, 22 декабря. Мы приехали сюда. Маленькая Таня поступила в школу 2-ю. Она тогда даже была, да, так она и была, школа номер 2. Я ее начала, и я ее закончила в 41 году. Оказывается, когда 6-й, 7-й класс, начинается брожение. Вот я буду этим, вот я буду этим. Что касается меня, маленькой, то, наверное, я еще, так сказать, точно не определяла. Но папа с нами гулял, с Ниночкой, и тому все рано замуж вышла. Папа с нами гулял и всегда говорил: Ниночка будет хирургом. Ниночка будет хирургом, сами-то не медики, а Танюшенька детским врачом. Вот как пророчил, понимаете? Ну, Танюшенька еще, так сказать, не очень оценивала такое обстоятельство, потому что я была ребенок, но в куклы играть любила, врачами тоже была. Вот, и потом, когда я заканчиваю школу, вы представляете, что это за год и месяц. Я заканчиваю июнь, 41 год. Школу, 2-ю школу заканчиваю июнь, 41 год. Прекрасный выпускной вечер. Так как, в общем-то, я была такая девочка передовая, отличница, ко мне хорошо относились. Подходит преподаватель-литератор Федор Иванович Каверин, яркий очень человек, и говорит: Татьяна, а ты кем будешь, куда ты поедешь учиться? Я говорю: я колеблюсь, или в пищевой, тогда модно было пищевой, или в медицинский. Он говорит: ты со своими данными в пищевой, ты что, поваром хочешь быть? Ты только должна быть врачом или, в крайнем случае, юристом. Ты хорошо говоришь. Вот это было на вечере выпускном в июне 41 года, 21 числа. Все мы разоделись, все мы понимали, что мы встречаемся последний раз. Мальчики к нам уже нежно относились, предлагали потанцевать, хотя еще танцевать ни они, ни мы не умели. Но это был очень радостный вечер, потому что первые впечатления, первое настроение, такое, записочки. Тогда было очень трудно что-либо достать. И поэтому таких бальных платьев тогда не было. Но, в общем, в какой-то степени против будничной одежды, ну, одели кто ситцевые платья, кто какие-то там полушелковые. Ну, я помню, что мальчик, который мной интересовался, он как-то мне говорил: Танюша, а ты видела, какое у Гали платье красивое? У Гали было белое платье, юбка в складочку, да? И он как-то подчеркивал: ты видела, какое у Гали? Мне даже до сих пор смешно, что мальчишка обратил внимание. Ну, в общем, танцы, кружилась голова. У преподавателей наших, которые в сторонке стояли, они радовались, что мы уже взрослые люди, и у них в какой-то степени слезы на глазах были, что это расставание. И мы разошлись в 6 утра.
Так же, как и сейчас модно, ходили по городу, пели, страшного ничего не было. Я пришла домой, я была по физиологии, я была слабенькая девочка. Так как все-таки нагрузка была большая, пришла и легла спать. Утром мой мальчик, который мной интересовался, который меня подчеркивал, пришел к маме и говорит: Муза Александровна, так звали мою маму, Муза Александровна, ведь война! Только Танюшу не будите, пусть она еще немножечко поспит. И началась война. Вы знаете, даже когда мы все это узнали, мы недооценивали, что это так будет ужасно. И у нас было настроение собраться в сквере в 4 часа. Мы собрались. Ну, и уже, конечно, разное настроение. Мальчики наши опустили как-то голову, они, видимо, лучше понимали, какая это трагедия. Ну, а девчонки так война перед этим была финская война, которая довольно благополучно закончилась. В общем, мы недооценивали. Но очень скоро уже мы своих мальчиков в течение 7-10 дней всех проводили в армию. А мы остались здесь. Так как мои сестренки, Тамара и Нина, жили в Ленинграде, Тамара капитально жила в Ленинграде, а Ниночка там училась. То есть они остались в Ленинграде во время войны. А я же рвалась тоже. Мама, папа, я тоже поеду в Ленинград учиться. И уже послала документы. Документы у меня были хорошие. И мне оттуда, представьте себе, в июле месяце приглашение: вы приняты. Ну, мединститут. Мама с папой возмолились: Танюша, те двое там, куда ты поедешь? Поступи в наш институт. Вот он медицинский открылся, он год существовал, с 1939 года. Я уступила, и уже очень вскоре блокада. Очень вскоре блокада, и девочки мои там. В 1941 году я вступила на ступень нашего мединститута, который тогда был первый корпус на Логвиненко. И там и училась. Что я часто думаю, и вам отвечу. Война. Это жуткое состояние, я его немножко пишу, да его так описывали, что уже даже и описывать не надо. Потому что, понимаете, вскоре эвакуированных привозили бесконечно, да? И вы знаете, все тесно жили. Тогда не было квартир таких, домики, 1-2 комнаты с кухонкой. И привозили эвакуированных. И вы знаете как? Вот, говорит, к вам одна семья, врач госпиталя с женой и с девочкой в эту комнату, а бабушка с дочкой, ну, то есть бабушка и дочка, и 2 маленьких ребятишек в кухню, а вы в той комнате будете жить. И так эвакуированы всем. Никто никогда не сказал ни одного слова. И вы знаете, никаких не было скандалов, было взаимопонимание в этой трудной обстановке. И вот я иду в мединститут. Часто я думаю о том,
Конечно, это был ужас. Война. И ведь длинная, и ведь страшно. Не хочу перипетии рассказывать, какие были. Был период, когда говорили, уже в Волгограде, уже скоро здесь. Это уже трудно себе представить, да? Но вы знаете, что я скажу? А ведь мединституту-то страшно сказать, но ведь повезло. Наверное, я эту фразу скажу, и все, наверное, поразятся. А я сижу и много раз это думаю. Я вам объясню, почему. Представьте себе 1939 год. Открывается мединститут периферийный. Скажите, какие могли быть кадры? Нет, ну в 1939 году у нас какие могли быть кадры для открытия института? Ну, хорошие врачи бы начали преподавать, наверное. Достать профессора тогда было невозможно даже. И вдруг такой наплыв таких замечательных ученых из Москвы, из Украины. Так? И через несколько месяцев, извините, пожалуйста, прибывает к нам Харьковский мединститут. Лекционный зал, если вы хотите представить, сходите в полукруглый зал первого корпуса на Логвиненко. А лекции как читали. Да разве кто-то позволил не прийти? Да никогда и переклички не надо было. Самое главное, придешь, и желание было, чтобы место у тебя было. Потому что, конечно, какая-то часть студентов стояла. Ведь места не хватало. И если удается занять место да близко, да это было такое счастье. Потому что, во-первых, и слышно, и великолепно. Если вам рассказать, это были не профессора, это были артисты. Забыть я никого не могу. Я помню, как влетал в зал Бродский, который читал органическую химию. Александр Леонидович, он влетал, и у него почему-то халат, так за ним влетал Александр Леонидович, и органическую химию читал как артист. А Киворков, биологию, про этих червей. Так можно прочитать, что эти черви казались уже тоже артистами. Понимаете, во-первых, какой слог, во-вторых, какой перепад от, так сказать, акценты. Вы понимаете, действительно, ну, если перечислить все то, что в то время встречалось, то, наверное, времени не хватит. Так как блокада была уже, то папа мой бесконечно бегал по городу и приходил поздно и говорил, я был в такой-то семье, они получили какие-то сведения из Ленинграда. То есть у нас было постоянное беспокойство за наших девочек. Но Тамуся, старшая дочка, Тамуся, которая в то время была уже замужем, она 12-го года рождения, она умерла в 42-м году от голода, и до сих пор я не знаю, где и как она похоронена. Ниночка блокаду почти выдержала. Почти выдержала. То есть уже конец блокады был, но был еще. И она ехала 40 дней через Ладогу. И перед этим 2 погибло машины, провалились. Она была студентка 5-го курса. И они во всякие зажигалки там сбрасывали с крыши. И вот она в 42-м году, в марте месяце,
Если я не, может, в апреле, ну, могу же что. Она приезжает. Я не случайно вам говорю, что как впереди едут машины нагруженные, и две перед этим. Она приезжает. Счастья моего, счастью не было конца, потому что связь всякая была. Я говорю, Ниночка, она приехала с подругой, которая потом поедет в Токмак. Я говорю, Ниночка, а как же Тамуся? А как же Тамара? А как же Тамуся? Она говорит, Танюшенька, Тамуся умерла. Ты только этого не говори маме и папе. Пришли папа и мама. Ниночка, счастье-то какое, она у нас самая бойкая была девчонка. Какое большое счастье. Сели обедать. Она и подружка токмакская. А папа, мама как-то спокойнее, а папа, Ниночка, как же ты Тамуся? А Тамуся у нас была, хотя и старшая, но очень нежная, нерешительная. Как же ты тому все оставила? Она опустила глазки. Ну, папа, потом она уводила от этой мысли. Проходит какой-то период, папа опять спрашивает, Ниночка, ну как же ты тому все оставила? Я не выдержала этих вопросов. Мне это уже было. Я говорю, Тамуся умерла. И траур. И вот тогда Ниночка рассказала, что она испытала, и что для нее это счастье. Ну вот так. Потом она приехала сюда. Мы были полуголодные, естественно, если не голодные вполне. У нее диплом зауряд врача. Она училась на 5 курсе. Она говорит, что же я с вами буду сидеть? Пошла в Минздрав. Ее отправили на Иссык-Куль врачом. Так как она опять-таки отличалась бойкостью, она бойкая, решительная была девчонка, то ее часто посылали на сырты. Ну, где-то получилось так, что она диагноз поставила – бубонную чуму. Бубонную чуму она распознала. Ее наградили, девчонку. Ну и Ниночка живет в Пржевальске. Не скрою, она живет в Михайловке, но Пржевальск ее эксплуатирует по разным вопросам. Молодая, бойкая. Я же вам говорю, она бойкая очень была. И эпидемия сыпного тифа. Берут Ниночку на эпидемию. Она ездит в разные районы, где вспышки. Поехала в Талдысу, везла там больного, мужчину с сыпным тифом на лошади верхом. Приехала и заболела. Заболела и умерла в 25 лет. Тогда как Тамуся умерла в 29. В 25 лет Ниночки не стало. Ну и так я учусь. Заканчиваю институт. Это 44-й год. Я не заканчиваю институт. Я начинаю работать на кафедре инфекции. Меня приглашает Ида Павловна Манькина. Чем-то я ей понравилась, мне кажется, почерком. Она приглашает и говорит, приходи, будешь у меня, ну, как называется, фельдшером или кем, да? Ида Павловна Манькина, которая тоже сыграла громадную роль в моей жизни, потому что она, как преподаватель, была эталон.
И я стала заканчивать и работать в инфекции в дифтерийном отделении. Закончила я в 1946 году. Тогда был общий лечебный факультет для всех. Но вызывают на комиссию, кем ты хочешь быть. Так как я была в тот момент замужем, то нас нужно было распределять так, чтобы устроило тех и других. На комиссии по распределению, когда мы закончили вуз, их не касалось, что я в инфекции. Комиссия по распределению. Говорят, ну вот, вы поедете в Чимкургон. Ты поедешь в зав. Отделением, ему говорят, а ты будешь гинекологом мне. Там будет место гинеколога. Я сказала, я ни за что на свете. Вот я в комиссии так сказала, я ни за что на свете гинекологом не буду. А кем ты хочешь? Я говорю, детским врачом. Почему? Вот это искренне. Не потому, что я в педиатрии сильно. Я говорю, потому что я очень люблю детей. И больше никаким врачом я не буду, я буду только детским. Они говорят, а каких же детей ты любишь? Я говорю, только до 3 лет. Вот я вам распределила. И комиссия так посмеялись, друг на друга посмотрели. Оставим ее. Здесь, в ординатуре, на кафедре детских болезней, а его на психиатрии. Тогда руководителем кафедры был Бальмагей Арон Тойч. В общем, Арон Тойчу показалось, что я довольно приличный ординатор. 40... Какой же год? 41-й, это 41-й поступил, 46-й год, 48-й год. 48-й год. Вспышка туберкулеза неповторимая. И почему так? Почему наши мальчики, которые киргизы жили в этих степях, юрта от юрты, дышали нормально, у них первичного туберкулеза не было. У европейцев, которые жили более тесно, был туберкулез. И их также забирали в армию. Из армии они приезжали уже туберкулезом зараженные. Туберкулез пылал по всему СССР. Ну и, конечно, в Киргизии он тоже пылал. Но самое главное, болели туберкулезом взрослые, а менингитом туберкулезным дети. Сколько человек может болеть туберкулезом? Может и месяц, может и год, может и 5. Правда? Чехов болел не 1 день, правда? Но болел и умер. Через разные сроки умирали. Дети туберкулезным менингитом закон болели 21 день. Если хотите, почитайте литературу, которую сейчас пишут. Мне кажется, не очень интересно. 21 день. И их нет, и их нет. Я работаю в клинике, и к нам эти дети идут, и в достаточно большом количестве. Что интересно, туберкулезный менингит протекает по типу, я вас, по крайней мере, научу сейчас, 3 недели. 3 недели – это закон для туберкулезного менингита. 1-я неделя – спать хочется. Мамочка, я хочу спать. Мамочка, я лягу спать. Засыпает с игрушками. Кто в этот момент подумает, что у него менингит? Устал ребенок, потому что чаще к весне. 2-я неделя. Мама, болит голова. Мама, болит голова все хуже. И уже рвота. Это 2-я неделя. Конец 2-й недели, сознания нет. 3-я неделя
глубокое поражение сознания, и ребенок уходит. Вот с этим состоянием мы живем, потому что война, голод привозят дополнительный туберкулез в окопах, и горит туберкулез. Не только у нас в Киргизии, и везде. И что происходит? Поступает ребенок. Я помню, отец говорит, он гениальный, 10 лет ему было. Он в шахматы побеждает. Мы делаем пункцию и знаем, что у него туберкулезный менингит. Мы знаем, что мы его потеряем. И сказать ему не можем. Мы говорим, туберкулезный менингит у него. Он идет в Чернышевку и приносит газету, известие. Говорит, вот вам, в Америке уже менингит лечат, а вы тут. И поехала я, и месяц училась, как лечить туберкулезный менингит, и приехала и стала лечить в нашей детской больнице. Но в Аше подозрение, в Проживальске подозрение, в Таласе подозрение. И Татьяна едет на санитарном самолете туда, сюда, сюда, туда и везет этих больных. Этим самым параллельно я изучала, как течет клиника, потому что они стали оставаться живыми, но с разной симптоматикой. Набрала материал и защитила первую кандидатскую диссертацию «Клиника и спинномозговая жидкость при туберкулезном менингите». 1956 год. Так как я лечила всех этих ребятишек, которых привозили из всей республики, то, естественно, они и год, и полтора наблюдались, и приезжали ко мне потом, потому что бывали рецидивы. И поэтому у меня набор материала был очень большой, отдаленные последствия. И прошло 17 лет. 17 лет. И я наблюдала тех детей, которые в год болели. Им стало 17. Которые болели в 10, им стало 27. И у них самые разные отклонения. Представьте, менингит перенесли. И вот тут-то я защитила докторскую в Алмате в 1967 году. Она называлась так: «Отдаленные последствия туберкулезного менингита за 17 лет». В 1964-м открылась, может, чуть путаю, но именно 1964-й, открылась 3-я детская, а я-то уже была завкафедрой в мединституте. База моя была 1-я детская. И сказали, нет, давай в 3-ю, где и прошла моя счастливая жизнь.